Йоу! Всем ассаламу алейкум, всем здрасте! Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Рад приветствовать в этот торжественный день, когда мы подводим итоги Федерации снайпинга за 2024 год. В целом, когда мы готовились к этому мероприятию, Айдар Байке мне рассказал всю историю создания Федерации. И я удивился, честно говоря, потому что я как мужчина, да, насмотревшись разных боевиков, фильмов военных, я думаю, это настолько круто быть снайпером. Поэтому для меня огромная честь. Добрый вечер еще раз всем. Если у вас хорошее настроение, давайте поприветствуем друг друга. Мы начинаем! Да, настолько я тоже хотел бы быть снайпером, что у меня вот на лбу прицел вырос, видите? Поэтому я свой. Меня зовут Асхат, я модератор сегодняшнего праздника. И дело в том, что сегодня у нас будет очень классный вечер. Я так понял, в прошлом году вы собирались тоже в отеле, фуршет был, да? Тоже гламурно был. В этом году у нас банкет, уже мы все сели такие, у нас классные призы, подарки подготовлены. И программа у нас просто шикарная. Вы знаете, президент Федерации, серьезный человек, может себе много что позволить. Именно поэтому анонс сегодняшнего праздника. Внимание! Дамы и господа, ladies and gentlemen, сегодня по итогам года, 2024 года, на празднике Федерации снайпинга на этой сцене шоу-балет «Статус», танцевальный ансамбль «Датка», Омар, Арсен, Гульнур Сатылганова и Мирбека Атабекова не будет. Я вас умоляю, это что вам, той что ли? Давайте от души сами по-семейному проведем этот праздник. Еще раз всем привет говорю, как настроение? Ага, хорошо. Вы знаете, сегодня вот мы будем знакомиться с вами, играть в различные игры, у нас есть подарочки для вас всех. И я бы хотел отметить, перед тем, как мы официально начнем наш вечер, нашего Аксакала. Да? У нас здесь сидит большой человек, генерал, наш Аксакал, Жомарт Эрбишалиевич. Ассаламу алейкум. Отырыңыз пока. Полча постерва, Жомарт Атаман. Ассаламу алейкум. Жомарт Эрбишалиевич, я вот хотел бы перед тем, как вас пригласить на сцену, небольшой соцопрос провести, с вашего позволения. Пожалуйста, поднимите руки, кто уважает нашего генерала, вот кто любит, уважает искренне. Поднимите ручки, пожалуйста. Жомарт Эрбишалиевич, 150% зала. Красава? Ну ладно, опустите руки, поднять руки слишком легко. И вот кто по-настоящему Жомарта Эрбишалиевича уважает и любит, вот должен носить с собой распечатанную фотографию возле груди. У кого есть распечатанная фотография возле груди? Поднимите ручки. Ух ты, Жомарт Эрбишалиевич, смотрите, тут молодой человек. Ассаламу алейкум. Ох, нифига, накачанный, да, какой? Как зовут? Санжар. Санжар, Жомарта Эрбишалиевича уважаете? Уважаю. Любите? Люблю. Фотку носите с собой, что ли? Да хорош, серьезно? Что происходит? О! Гурсусур! Жомарт Эрбишалиевич, это вы? Вот там... Да, вот, прямой эфир показывает. Ребята, дай сюда. Мужчина, молодец. Вон там еще одна девушка подняла руку, да, если я не ошибаюсь. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас как зовут? Елена. Елена, добрый вечер. Жомарта Эрбишалиевича знаете? Конечно. Уважаете? Уважаю. Любите? Да. И что, фотку тоже с собой носите? Возле груди прям? Обалдеть, Жомарт Эрбишалиевич, что происходит? Вы посмотрите, как это круто. Спасибо, спасибо огромное. Вот у нас вот Жомарт Эрбишалиевич. Жомарт Эрбишалиевич, вот прямой эфир меня показывает. Я вот этого молодого человека первый раз в своей жизни вижу. Привет. Кудрявый такой, красивый, мощный. Как зовут? Сапар. Сапар, ты здесь работаешь? Да, работаю. Во Фрунзе, да? Официант. А Жомарта Эрбишалиевича знаешь? Конечно, я его уважаю. Фотку тоже с собой носишь, что ли?
Обалдеть, покажите, дайте аплодисментов, пожалуйста, шикарно. А у кого еще есть фотография? Поднимите руки. Ух ты ж, вот сосед. Тут вообще вот эта зона уважения Джо Марта Тербишалевича, по-моему, да? Здравствуйте. Вас как зовут? Евгений. Евгений, очень приятно. Подскажите, пожалуйста, Джо Марта Тербишалевича любите, уважаете? Мы с Джомаром Баке еще давным-давно знакомы. Мы уже давно стреляли вместе, соревнования и так далее. Поэтому еще с тех пор уважаю. Даже жена моя уважает, фотографии носит. Поэтому я тоже фотографию ношу. Но я ношу так, чтобы не потерять, не бумажные, а вот у меня, посмотрите, я вам покажу сейчас. Че, зачем вы раздеваетесь? Подождите. Остановитесь, пожалуйста. Что происходит, господи? Это же футболка с изображением Джо Марта Тербишалевича. Шикарно. Покажите людям. Обалдеть, обалдеть. Спасибо, спасибо огромное. Ну и под эту ноту, Джо Марта Тербишалевич, для нас большая честь, что вы здесь с нами разделяете наш праздник. И можно вас пригласить на сцену для поздравительной речи под эти громкие овации? Ассаламу алейкум, да, Бурджола. А также, чтобы составить компанию Джо Марту Тербишалевичу, я бы хотел с превеликим удовольствием пригласить сюда председателя правления Федерации снайпинга Окенова Айдара Талайбековича. Спасибо. Спасибо большое. Джо Мартата, Гелис. Ассаламу алейкум, урматтуу кесиптештер. Я хотел бы свое выступление начать с того, что кыргыздарда бир жакшы сөз бар. Эр жигит эл четинде, жоо бетинде дейт. Могу жердеги отурган эркектерибиз, аялдарыбыз ушу эр жигит деген наамга албетте татыктуу. Дорогие друзья, я военную форму одеваю по праздникам. Сегодня для меня праздник. Я среди вас, среди любителей стрельбы, среди тех, кто уже в течение нескольких лет, несмотря ни на что, продолжает заниматься стрелковым спортом. И особенно вот этот последний год, когда на месте у нас не оказалось нашего руководителя, организатора Айдара Окенова. Но я знаю о том, что, несмотря на то, что он не был среди нас, но он всех нас, всех вас поддерживал всячески. И в результате снайперская стрельба в нашей федерации продолжала жить, развиваться и делать хорошие успехи. Поэтому разрешите мне от души поблагодарить Айдара Окенова, высказать свою признательность тому, что он вот это дело организовал, и оно продолжает жить. Дорогие друзья, я как-то в прошлый раз, выступая, говорил о том, что королем собак является овчарка, королем танца является лезгинка, королем спортивной стрельбы является высокоточная стрельба. И когда вы по высокоточной стрельбе здесь у нас дома и будучи за рубежом
принимая участие в очень солидных, в очень ответственных мероприятиях, соревнованиях, показываете хорошие результаты, это мы гордимся вами. Я вам скажу, что сегодня вот эта вот поговорка «хочешь мира, готовься к войне», она продолжает оставаться актуальной. И если характер ведения боевых действий сегодня очень сильно изменился, уже нету того, как это было в моей молодости. Приготовиться к атаке, примкнуть штыки, в атаку вперед! Такой команды уже никто не подает. Сейчас стреляют ракетами, сейчас стреляет артиллерия, сейчас дроны в неограниченном количестве применяются, электронное наведение. И я удивляюсь, когда говорят о том, что выстрел из ракеты на 1000 километров погрешность дает 10 метров. Из артиллерии погрешность 1 метр. И вот на этом фоне вы, любители стрельбы, вы, которые любите оружие, знаете в этом толк в боеприпасах, стреляете на сверхдальние дистанции и попадаете, ну, я вот стреляю лично в белый лист размером А4 и попадаю в него, несмотря на то, что мне уже 75. Так вот, дорогие друзья, я хочу, выражая свою признательность, выражая свою огромную благодарность вам всем, сказать: дай Бог вам всем здоровья, дай Бог, чтобы наши ряды пополнялись, дай Бог здоровья нашему руководителю Айдару Окенову, и каждый из нас, чтобы мог заниматься этим любимым делом, радовать себя, своих товарищей и быть готовым, если что, с оружием в руках встать в строй. Спасибо вам всем большое. Громкие аплодисменты нашему аксакалу, генералу Бошкоев Джомар Тирбишевич. Рахмат ата. Ребята, всех приветствую. Ассаламу алейкум. Я что хотел сказать. Действительно, как Джомарт Байке, наш любимый почетный президент, сказал, я несколько в начале года вышел из строя. К сожалению, заболел нехорошей болезнью. Вот, и до сих пор прохожу лечение. Значит, у меня была операция очень такая, как бы непростая. Вот, но слава богу, моя опухоль еще есть, но вот химиотерапия, опухоль не растет. Вот, и в этом году я хочу опять вернуться в строй. Не с этого соревнования, которое будет, но вот со следующего соревнования, надеюсь, вернуться в ваши ряды. Да. Спасибо большое. В целом, что я хотел сказать. У нас 24-й год прошел очень неплохо. Я хочу отдельно выразить благодарность команде Федерации снайпинга, потому что они без моего участия смогли продолжить все очень эффективно, безопасно. Провели 6 соревнований, как было и запланировано. И они смогут это дело продолжать и без моего участия в автоматическом режиме. По-моему, это очень хороший тоже результат, и это тоже показатель, что ребята в автономном плане хорошо отработали год, и хочу им выразить за это благодарность, ребята, команде. Спасибо большое. Спасибо. Ну и теперь я хотел бы поговорить о стрелках. У нас, как всегда, у нас были в 2024 году изменения некоторые. Мы отошли от бумаги, да, перешли только на гонги в 2024 году. По-моему, все
все стрелки приветствовали эти изменения, потому что, к сожалению, с бумагами иногда происходят ошибки, да? Человеческий фактор там играет роль в судейском варианте. Эти ошибки, ну, вы сами свидетели были в 2022 году и так далее. То есть, я думаю, сейчас вот новые правила, они хорошо прижились, меньше споров уже стало, вот, поэтому то, что в 2024 году мы несколько сменили правила, но это вами всеми было хорошо принято, и вы хорошо отстреляли. Мы еще ввели в 2024 году интересные вещи, такие как тактический класс, то есть где силовики могут, значит, бороться между силовыми структурами, да, как бы отдельное соревнование, у них отдельный класс, где они получают награды. Вот. Хочу тоже отметить еще, мы оставили под СВД тоже, да, класс. И, да, в СВД, кстати, хочу сказать, там одни из постоянных победителей является вот Бирю в классе СВД. Очень часто они побеждали на соревнованиях по СВД. Ну и в тактическом классе, конечно, там Альфа, 9-я служба тоже показывали отличные результаты в 2024 году, да. Вот, в целом мы, как федерация, когда я еще был в строю в начале года, слава богу, вот с помощью Джомарт Байке мы благодаря моему другу хорошему Бакыту Чойбекову смогли пройти комитеты в Джурку Кенеш и утвердить релоад. Я думаю, это тоже большое было событие для федерации, для стрелков, потому что вы сейчас можете сами формировать свой боеприпас, более точно стрелять благодаря вот изменению в этом законодательстве, да, то есть внедрению релоада. Хочу сказать, что мы в этом плане реально опередили все наши, скажем так, ближайших соседей. Этого нету ни в Казахстане, этого нету ни в Узбекистане, ни в Таджикистане, этого нету. Это сейчас только работает только в России, в Украине и в Кыргызской республике. Вот, так что это, я думаю, хороший тоже результат в 2024 году, значит, изменения этого законодательства. Да, и у меня есть новости. У нас недавно прошли соревнования СВАТ в Дубае, где участвовало 105 команд спецназа со всего мира. И 5 команд из Кыргызстана также участвовало на этих соревнованиях. То есть это 2 команды из Калкан, 1 команда Альфа с Бирю и я вот очень был рад увидеть ребят из Министерства обороны, Скорпион, ребята также участвовали. Вот, я считаю, что очень они неплохо выступили. По крайней мере, все команды были в первой половине в итоговых результатах. Вот, Альфа заняла 13 место, это вот наивысший балл, который там был. Но вы знаете, вот эти соревнования, я там тоже активно принимал участие, показало мне, что нам в федерации надо еще один блок взять. И это у меня большая сейчас для вас будет новость. Мы в этом году войдем в практическую стрельбу. У нас в Т-классе есть тоже дисциплины карабин и пистолет. Мы в этом году проведем около 4 соревнований по практической стрельбе с использованием карабина и пистолета. Я думаю, это очень тоже большая будет новость. Вот, да. Потому что, вы знаете, соревнования по практической стрельбе, по практической стрельбе IPC для наших силовых структур будет очень полезно. И вот там также выступали казахские команды, у них IPC очень развито, они регулярно проводят соревнования в Казахстане. Вот, и было видно, что все-таки это нужно как бы нашей стране тоже, и силовикам будет очень полезно, если они будут усилять свои навыки именно по практической стрельбе с использованием карабина. Еще не все сотрудники федерации знают об этой новости, что у них дополнительная работа теперь появляется. Но мы будем усилять и по количеству людей и так далее, потому что здесь как бы требуют, конечно, уже другие вещи. Это требует нам дополнительные поляны, да, по практической стрельбе. Но ничего, я думаю, мы осилим этот тоже блок. Вот, и нам удастся в этом году еще 4 соревнования вот эти добавить. Я на эти соревнования приглашаю всех представителей силовых структур. Мы ведем
судейский состав, потому что я знаю, все равно между силовыми структурами есть некоторая конкуренция, и чтобы, самое важное, обеспечить нейтральное, скажем так, нейтральную оценку стрельбы, мы введем как бы свой независимый судейский состав на этих соревнованиях. И, скажем так, мы будем очень сильно стараться обеспечить справедливое судейство. Потому что вообще, я думаю, одна из самых главных целей Федерации – это обеспечение справедливости, отсутствие предвзятости при проведении соревнований. Так что вот этот новый блок у нас будет в 2025 году, который мы должны будем осилить, ребята. Вот. Но я уверен, что мы это будем способны сделать обязательно. Вот. И еще одна новость, которой я хочу поделиться, тоже большой план. Но мы его начнем уже вводить уже летом 2025 года. Откроем, значит, снайперскую школу вот, опять же, для усиления. Потому что, вы знаете, вот эта снайперская тема, она требует постоянного обучения. Дело в том, что вот мы в 2023 году провели большую работу по обучению снайперов спецназа БЮРЮ в Баткенской области. Обучили 70 человек там. Но, к сожалению, время уходит, эти бойцы тоже переводятся в другие подразделения и так далее, и теряются вот это вот, как бы результаты обучения, они тоже, ну, к сожалению, размазались. Поэтому снайпинг, он должен быть постоянный, и мы с лета этого года откроем снайперскую школу, вот, куда будем постоянно приглашать со всех подразделений силовых структур людей на обучение и поддержку. Я, кстати, вот на соревнованиях тоже с ВАТ познакомился вот, со Скорпиона. У них, оказывается, есть оружие Штайнман Лихер, вот, у Скорпиона. И вот снайпер сказал, что, ну, к сожалению, он все изучал из Ютуба и как бы не очень, как бы, да, то есть нужна помощь именно в системном обучении как бы снайперскому ремеслу и делу. Поэтому вот надеюсь, вот эта снайперская школа тоже уже в постоянном как бы режиме будет готовить всех бойцов спецподразделений как бы Кыргызстана, со всех служб получается. И мы как федерация, мы как бы нейтральная территория, где вот стрелки смогут как бы развивать свои навыки. Вот. Так что вот такой план я хочу вам озвучить на 2025 год. И думаю, мы все это дело осилим. Конечно, я еще продолжаю свое лечение, но опять же, ну, скажу, команда очень сильная собралась у нас, и мы новые вот эти вещи, я думаю, осилим все равно. Даст Бог. Да. Так что вот так. Да, сегодня у нас, конечно, будет уже в конце торжественное вручение наших кубков, потом рейтинга. Значит, в 2025 году мы, еще одно новшество, мы, значит, кубки, отдельную номинацию кубок убираем. То есть кубок будет, как бы кубки останутся, но их будет с 2025 года получать первая тройка в рейтинге, получается. Они также будут кубки получать, но отдельно как кубок мы уже номинацию берем, у нас только остается рейтинг. Рейтинг стрелков, да, он сохраняется, а кубки, значит, как бы кубки тоже сохраняются, но их получают не как отдельный учет будет, а первая тройка, значит, в рейтинге получат кубки. То есть первый кубок, вот этот самый большой, он там с фамилиями, именами, он также сохранится, мы будем продолжать это все вести. Просто теперь уже набирайте баллы в рейтингах, ребята. Рейтинг — это как бы самая основная наша таблица будет, и так что упор будем на это делать. Ну а также все также продолжается, международные соревнования, у нас будет Калис в сентябре, даст Бог. Вот. Еще одно нам надо международное соревнование выиграть, тоже по итогам, значит, рейтинга, а также наших договоренностей с другими федерациями. Мы обязательно профинансируем отправку наших стрелков за границу. Так что вот так вот. Вот такие новости. Так что всем, ребята, большое спасибо. Сегодня проведите хороший, классный вечер. И желаю удачи в 2025 году на всех соревнованиях. Как бы удачи, победы вам. Большое спасибо. Спасибо вам. Председатель правления Айдар Таалайбекович. Чоң рахмат.
Хоть и мероприятие у нас спортивное, но для торжественности я предлагаю поднять бокалы с любым содержимым и за глобальные планы впереди нашей федерации. За успех, да здравствует спорт, и пусть никогда не будет войн. Вперед, федерация! Поднимаем бокалы, ура! Как вы думаете, что за оружие зашифровано здесь? О, вот он, вот он. У него нет собственного оружия, но он знает. Что это? Пулемет. Какой? Дегтярева, что ли? Дегтярева? Ну да, дегтярное мыло Дегтярева. Правильно, давайте 5. Молодцы. Атыңызгим? Фанат, очень приятно, да. Называем свою команду как-нибудь. Дальше. Ауди. Это что за... О, федерация включилась. Как вы вообще? Что это такое? Пистолет ТТ. ТТ. Почему? Потому что аудио... ТТ. Ауди ТТ. Есть, верно. Хорошо, дальше. О, вот это прикольно. Как вы думаете, что это такое? Ну, у вас собственное оружие есть, вам, в принципе, не обязательно узнавать. Так? Это бронетранспортер. Абсолютно верно. Вон транспортир и бронетранспортер. Верно. Дальше. Охо-хо. Охо-хо. Кто смотрел «Люди Икс», тот в курсе, как зовут эту героиню. Есть такое автоматическое оружие такое. Ох, ничего себе. Лучший спортивный обозреватель здесь у нас. Господи, Мария, здрасте, я рад вас видеть. Что это такое? Шторм. Шторм. Ну, почти похоже, но оружие называется чуть по-другому. Ну-ка. Ураган. Ураган. Ураган еще, да? Нет, не ураган, не шторм. Ну дайте, ладно, правильный ответ. Это гроза. Знаете такое оружие, да? Автомат гроза. Дальше. О, это легко. Это легко. Да? Было мне. Т-34. Танк Т-34, правильно. Т-34. Танк Т-34. Дальше. О, вот это кто? Вот он, молодежь, оказывается, знает, да? Рэпчик читает. Ну-ка, что это? АК-47. АК-47, верно, абсолютно верно. Уялкет еще кшает, да. Так, уже 2 балла в вашей команде. Дальше. О, это легко. Да? Или нелегко? Мария, вторая попытка. Кушает и угадывает, смотрите, а? Катюша? Катюша, абсолютно верно, конечно, это Катюша, легендарная. Дальше. Опа! Опа! Вот он, блин. По-моему, с него это вообще срисовывали. Базука. А можете руки вот так сделать? Нифига себе, да? Это базуки. Наш вечер продолжается, а теперь я хочу прямо поближе с вами, с каждым познакомиться. Дело в том, что вот у меня в руках смартфон. К этому смартфону подключен онлайн-эфир. Трансляция в прямом эфире идет. Вот я могу даже себя показать. Дело в том, что я хочу сейчас подходить к вам, к каждому столику, выберу кого-нибудь, и на второй половине экрана искусственный интеллект найдет в интернете похожий мем или фотографию на вас. Вот он сам сработал, сам по себе, да? И ваша задача застыть на 2 секунды и сделать пародию один в один точно такую же. А мы вас сфотографируем. Поэтому это такая шуточная игра. Давайте познакомимся поближе. Вот он, столик федерации. Помашите всем, вас все видят. Хотелось бы подойти вот к этому мужчине. Вот этот мужчина мне подмигивает уже полчаса. Говорит: Асхат, если вдруг есть... А вот, идеально подошли. Похоже на вас. И можно будет прям такую же пародию сделать. Вот так можете? Да. Вот так, шикарно. Шикарно. Холчап траус. Хорошо. Так, интересно. Давайте вот в круговую пойдем тогда. Можно будет, в принципе, за этим столиком еще одного человечка выбрать.
Как вы думаете, мне кажется, вот они, мужчины. Вот он, мужчина, говорит, меня, Асхат, говорит. Вас как зовут? Андрей, очень приятно. И сейчас мы попробуем кого-нибудь найти в интернете, похожего на вас. Кто же это, интересно, будет? Вы сломали искусственный интеллект, что ли? Нет, вот. Николас Кейдж, да. Вот так, да, шикарно. Спасибо большое, хлопаем, да, хорошо. Интересно, за этим столиком. Гимгев, ты шеф-кэ, давайте подойдем. Атыңыз ким? Данияр. Қана? Ким оқшыш болады болды екен сізге? Напрягся, Данияр. О! Идеально. Ну-ка, вот так вот. Тырыш пысыр. Чей угольный разрез? Нормально. Нормально, похож. Похож на него. Так. Идем далее сюда. Вот за этим столиком у нас шеф-кэ, шеф-кэ подполковник Байкиш. Салам алейкум. Телефонда мне глота стопойма. Азыр мо пародия жасап бербейсизби? Бияқта қарап тұрсаңыз, азыр искусственный интеллект сізге оқшаш. Мынаке. Вот так можете сделать? Вот так, қолыңарды жақындатып тұрып, хитрый взгляд. Давайте. 1, 2, 3. Пародия жасап беріңіз. Жөніне қарап тұрасыз ғой мені. Күште күліп қойсаңыз, соны күледі екенсіз. Жарашады екен сізге. Келіңіз. 1, 2, 3. Не, Байкем серьезный екен. Конкретно серьезный екен Байкем. Так, анда хотя бы сіз ошолле, точно ошолле баланы. Давайте. 1, 2, 3. Точно так. Вот так можете посмеяться? Вот так. Хитрый такой взгляд. 1, 2, 3. Вот же! Вот же, шикарно! Хорошо. Идем далее. Так, бұл тарапта серьезный байкерлер отырады, конечно. Мой байкем вообще мощный екен. Короче, плечи какие широкие просто. Мощь. Ханаки. Можно будет просто вот так смеяться и вот так остановиться, да, ништяк. Классно, давайте поаплодируем. Так, идем далее. Мария, сейчас будем отдуваться за всех журналистов Кыргызской Республики. Вот она, кошечка вот такую можете сделать? 1, 2, 3. Есть, шикарно. Давайте похлопаем, мужчины. Ага. И под эти аплодисменты позвольте пригласить сюда для церемонии вручения председателя правления Федерации снайпинга Айдар Талайбекович. А также нашего аксакала, генерала Джомарта Тирбишалича. Приглашаем сюда. Итак, сперва у нас вручения идут по рейтингу стрелков Федерации снайпинга Кыргызской Республики за 2024 год. Есть, конечно, да. Джомарт Тирбишалевич. Награждается Кадыров Канат Кулубекович. Канат, да, все его знаем, представитель ССНА. 312 очков по итогам 2024 года. Следующим награждается Зуев Денис Сергеевич. Денис ворвался в Федерацию снайпинга сразу с призовых мест. Поаплодируем Денису. Да, Молодой, 369 очков. мощный, меткий. Следующим награждается Нурбатов Анарбек Дусмотович. Второе место, 372 очка по итогам. Ой-ой, Байкем Зверькин, да?
Итак, я правильно понимаю, первое место, да? Айдарбеке? Следующим за первое место награждается Зуев Сергей Александрович. А теперь мы переходим к кубкам. Бронзовым кубком награждается Кадыров Канат Хулубекович. Второе место награждается Нурбатов Арнанбарбек. Серебряный кубок Федерации снайпинга. Ну а теперь золотой кубок, да? Первое место. За первое место награждается Зуев Сергей. Третий год, это сейчас как бы третий обладатель кубка этого, он переносится, то есть давайте Сергея с этого года скинем, чтобы он передал этот кубок другому стрелку, который выиграет в 2025 году. Сергей, искренние поздравления, но это, Сергей, это временный кубок, временный. Это переходящий кубок, я правильно понимаю? Переходящий кубок, да. Шикарно. И давайте громко поаплодируем. Зуев Сергей, абсолютный торпеда Федерации. Да, и тут вот мы подготовили небольшой подарочек. Всем мы раздали, Айдар Талайбекович, вы всем все раздали, все организовали, все сделали. Но от команды Федерации вот такие вот классные цветочки вам в знак благодарности от всей Федерации. А теперь, я думаю, в полном составе можем сделать памятную фотографию. А, еще один подарочек. Пусть все будет хорошо. Ну что ж, дамы и господа, ну и на этой прекрасной ноте хотелось бы попрощаться с вами. До новых встреч. Пусть будет спорт, пусть будет мир во всем мире. И мы будем встречаться с вами только на таких хороших мероприятиях. Спасибо вам огромное за ваш труд, за ваши успехи. И сейчас никто никого не отпускает. Дело в том, что официальная часть только завершилась. На сцене наша талантливейшая команда Combo Band предлагает всех пуститься в пляс. Давайте будем поздравлять друг друга, обнимать, говорить какие-то планы на будущее, и пусть все сбудется. Спасибо огромное, всем пока!